Up until 2014, Crimea was a welcoming place for people of different nationalities and beliefs. There, people lived in peace, worked and studied without issues. They started their families and raised children. However, after Russian troops invaded the Crimean Peninsula, Crimeans began to be persecuted on political, religious, and ethnic grounds. Now you are about to hear several stories told by children whose fathers disappeared under violent circumstances after the occupation of Crimea. Some of these children have been witnesses to the brutal arrests of their fathers, and now they only have one request. У нас возле дома есть вид, балкон, и там можно смотреть на горы, и иногда там спускается туман. Знаете, как какое-то одеяло вот так вот спускается, и очень-очень интересно на это смотреть. Я живу в Ялте, это такой не очень большой город, в нем есть много достопримечательностей, есть море, набережная, на которой очень интересно и классно гулять. Моя семья состоит из 4 человек: папа, мама, брат и я. Мама у меня очень добрая, и она очень-очень вкусно готовит, и она постоянно меня поддерживает. Брат, его зовут Бекир, ему 14 лет. Он перешел в 9 класс. И еще у меня есть папа. Его зовут Эмир Усеин. Ему недавно исполнилось 45 лет. Я помню, что папа ходил на работу с папкой и с очками и в разных красивых костюмах. Мы с папой гуляли. Я уставала, потому что я была очень маленькая. И папа брал меня на ручки, и как бы я была маленькой его принцессой. Я помню, как рано утром в день обыска меня мама разбудила с братом, одела. И я сначала подумала то, что папа просто уходит на работу, и они отмечают какой-то праздник, я не знаю. Но потом, когда папа не вернулся, я подумала, почему папы так долго нету. Очень-очень скучала по нему, даже потому что это был не очень такой маленький срок. Но потом он вернулся, но я это смутно немножко помню. Но потом его опять забрали. Если бы папа видел это видео, я бы хотела бы ему передать: нам тебя очень сильно не хватает, потому что ты наш единственный такой особенный человек. Мы тебя очень-очень сильно любим. У нас 4 брата, и мы дружные. Сулейман, Ахмад, Иса. Это я придумаю слово Иса. Папа нас отводил на детскую площадку, на футбольное поле. Он любит мяч играть. Он ловил мяч и пинал на траву. Пинал тоже мне. И мы играли с ним в прятки. Он прятался, а мы его находили. Он добрый, сильный, машину делает тоже. Когда его забирали, младший братик его вообще не видел. А третий братик начал плакать за ним. И второй тоже. Мама хорошая, мы помогаем. Сулейман, но он ножом аккуратно там режет огурцы, помидоры.
А я помогаю там смотреть за младшим, что маме не мешает там готовить, кушать. Но он уже, говорит папа и целует на фотко. Там есть фотка висит у нас. Мы ему письма пишем, рисуем рисунки и отправляем. Он тоже нам отправляет. Когда он вернется, мы будем играть с ним. И маленький братик тоже будет играть. Я его сильно люблю, скучаю за ним. Папа, он как бы самый главный в нашей семье, мы его все очень любим и ждем. Вообще у меня очень много с ним воспоминаний. Я когда сплю, мне очень часто снятся именно какие-то сны. И без разницы, это веселый, страшный сон. Вы знаете, как на видео паузу ставят? Пауза ставится, проходит несколько секунд, сразу у меня включается момент, там, где я забываю, как маленькая, не помню, сколько мне даже лет было, 6-5, может. Мы с ним были в Ашане, там в развлекательном центре, и мы там вдвоем плавали на лодочке в виде лебедя. Вообще он был очень хороший, всегда вечером, когда он приходил, он с нами показывал нам разные приемы. Младшие братики, они за ним повторяли, он еще выключил свет, включал песни и начинал нам показывать. Он был очень отзывчивый, то есть он всегда не отказывался, чтобы кому-то помочь, там что-то сделать. Еще я помню, он когда после работы пришел, он нам говорит, мы уже в пижаме были, и он нам говорит, выходите, быстрее выходите, мы выходим, а там между холодильником ежик и стрел, он вытаскивал ежика, и мы его кормили все. Где-то в 6, полшестого, вот так это было, точно не помню. Это было в 2016 году, в октябре вроде. То есть мы все спим, и тут просто слышно очень громкий такой стук, прям, как будто, знаете, прям ломом там все делают. Я просыпаюсь, а мне-то нужно платок одеть, мы же спим как бы без платка. И я укрываюсь одеялом, как бы они заходят, тут папа подрывается, и они его как бы на пол и в наручники. Мама там тоже встала, быстренько оделась. Потом они тут что-то писали, что-то делали, мы пока что рядом с папой были. Потом мы, когда уже поднялись на второй этаж, как мы просили прочитать намаз это молитва, потому что она скоро должна была выйти. И мы как бы просим, нам сначала не разрешали, потом там один спустился, нам все-таки разрешили, там начали быстро читать намаз. Потом, когда я сидела на своей кровати, ко мне подошел кто-то из ФСБшников, и что-то начал говорить, честно, я абсолютно не помню что, и мама меня просто забрала, как бы, и в какой-то момент просто папу вывозят, его увозят на машине, этот большой специальный, и его увезли, там мама была пока что на улице, и немного плохо стало, сразу после этого там все снимали, там, а я просто, не знаю, я просто плакала, не знаю, как себя чувствую. На самом деле, нужно как бы держаться и не сдаваться, так как, тем больше мы показываем нашу, как сказать, сплоченность, что мы вместе, то как бы мы с каждым этим обыском, который происходит, мы все становимся как бы вместе, мы становимся более друг друга поддерживать, и это все видят те люди, которые забирают. И то есть им-то это не нравится, то, что мы становимся все вместе, там нас больше становится. И я хочу сказать, что вы как бы, уповали на Аллаха, ведь только Аллах решит, что будет, как будет, и это будет не вечно, так как в этом мире ничего нет вечного. У мене був, я вважаю, хороший батько.
Він завжди вмів і зі мною домовитися, і з людьми домовитися. Виховував мене як гідну людину, був дуже розумним, освіченим в багатьох сферах. Постійно допомагав моїм якимось починанням, стимулював мене до того, щоб я розвивався. Ми постійно виїжджали за місто на природу різну. Таке найяскравіше, що пам'ятаю, ми поїхали в Бахчисарайські, там біля Бахчисарая є гори. Ми туди з ночовкою в наметах пішли. Дуже файно все робили, там смажили їжу на багатті. Коли почалася окупація, він ходив на мітинги постійно, завжди був в гарячих точках. Потім він допомагав військовим, які лишилися на всяких своїх постах. Він допомагав їм виїхати з Криму, попасти їм на Україну. Тобто все це проходило майже через нього, і там декількох його друзів, вони все самі то робили. Я ще тоді доходжував до школи там останній тиждень, і в один момент він мав мене забрати зі школи після обіду. Але не прийшов, не забрав мене. Потім довелося мамі приїжджати з роботи мене забирати, і потім з того моменту він вже не відповідав на дзвінки, і ніякого контакту не було. Там наразі нічого не відомо про батька, де він, що з ним. Наразі вважається, він зниклим безвісті. Буквально мені перші дні-два було незвично, що всі говорять на українській мові, бо в Криму це так взагалі був якийсь шок, що людина говорить українською. В школі це майже не вивчалося, мова. Так, буквально як додатково, як якась німецька, щось таке. Буквально там вже через день-два я вже повністю перейшов на українську мову, вже спокійно зі всіма спілкувався, то поступив до школи, мене взяли. І там вже через пару днів так само всім було цікаво, що звідки я, як то так. Я очевидно розумію, що це все неправильно, що в нормальному світі не мало би так бути ніколи. Але вже це не перший раз в нашому світі стається і не останній. Тому я вважаю, що світ такий, кожен живе для себе і не зважає на інших людей. Можливо, це неправильно, але в такому світі ми живемо і майже ніяк це не змінити, тому, не сказати, що я це повністю прийняв, але я розумію, що на таких найвищих етапах з людьми нема сенсу боротися, що варто налагоджувати своє життя, і розуміти, що всі люди різні, кожен живе по-своєму, кожен живе для себе. Можливо, якби була інша влада, якби були інші обставини, можливо, такого взагалі би не сталося нічого. Якби щось міг би змінити, я би тільки вернув тата. Когда меня родила мама, мама была под наркозом, и меня первым делом положили к папе на живот. И с этого момента как-то у нас с ним очень такая связь. В 2017 году мой папа пережил инфаркт, и для нас это стало неожиданным ужасом. Затем еще позже, через несколько месяцев, мы узнали, что у него хроническая почечная недостаточность 4 степени. И не знаю, как сказать. Спустя очень долго времени в больнице, обследований, мой папа и врачи, они все-таки нашли лекарства, которые ему подходят и для почек, и для сердца. И он только начал лечение, но 27 марта в 5:59 утра я просто услышала, как в нашу железную дверь кто-то очень сильно стучал. Папа начал выходить скорее, чтобы открыть дверь, чтобы они ничего не сломали, не напугали. Куча непонятных людей, какие-то
понятые, которые вообще были, очень странные. Они закрыли нас на кухне, но при этом мы видели, как они ходят в то время, когда папа в зале с мамой, они ходят по дому, поднимаются на наш чердак, и причем они не один раз поднимались, то дверь открыли просто, и стало холодно. А потом резко вот мы слышим, как ведут папу с мамой, чтобы подняться на чердак. И папа начал кричать на них, говорить, типа, вот куда вы бежите вперед меня, это мой дом, вот вы уже бежите туда, я не успеваю, вы знаете, что я больной человек. И они как бы такие, им было вообще наплевать, они дальше бежали вперед. Они поднялись уже, и потом только через пару минут поднялся папа. Они нашли какую-то книгу и брошюру. Они спускались уже такие довольные, что вот мы нашли. Чердак весь пыльный. Эта глянцевая книга была абсолютно чистая вообще. Она блестела. Было чисто из логики понятно, что она там даже дня не пролежала. И в этот день они задержали моего отца и до сих пор обвиняют его в каком-то терроризме. И это действительно несправедливое обвинение, потому что мой отец — это очень добрый, искренний, благородный человек, который всегда всем пытался помогать, и у него никогда не было каких-то злых помыслов по отношению к любым людям. Он очень толерантно относился к другим нациям, к другим религиям, и в принципе, у него никогда не возникало мыслей, каких-то плохих в сторону людей. На следующий день был суд по избранию меры пресечения. Его не отпустили, потом вообще резко увезли. Нам просто сообщили, что их нет в СИЗО в Симферополе. Им просто надели мешки на голову и, во-первых, их вели так по аэропорту, и все это видели, как люди пугались, все кричали, просто вели вот так вот с мешками на голове, и они прилетели, и он говорит, не знаю, где я, не знаю вообще, куда меня ведут, ничего не знаю. На данный момент папа находится в Ростове, и вот недавно, 2 дня назад, мы ездили к нему на суд, преодолев очень долгий путь, 13 часов на автобусе. Мы, конечно, очень рады, что нас пустили, мы увидели, но мы ни минуты, вообще ни секунды не поговорили, нам не разрешили, нам не дали даже слова сказать. Мы начали говорить, привет, здороваться, а они сразу встали между нами и начали кричать, быстро все выходим, и мы, конечно, вышли. Если есть любовь, то, в принципе, все можно выдержать. Что бы ни случилось, как бы это ни закончилось, мы все равно будем любить, мы будем верить, мы будем сильнее, чем то, чем нас пытаются сломить. This is by no means a total number of the children who faced such troubling situations. These are only 5 stories from families that lost their fathers. Currently, there are more than 120 political prisoners in Crimea. We request you to help the world find out about their distresses.